Прежде всего, я хочу поприветствовать всех присутствующих. Хочу прежде всего поприсутствовать также его Преосвященство Тайситу Ринпоче, всех других присутствующих Ринпоче, всех Тулку, всех лам, всех духовных друзей, лам, лабенов, кемпо, а также океан монахов и монахинь, океан Санхи. Я хочу всех вас тепло поприветствовать. Сегодня последний день 38-го Кагьюман Ламы. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы высказать свою глубокую благодарность тому, кто возглавил этот Кагьюман Ламу, гуру Ваджрадарю Рингюнгу Тайситупе. Как вы знаете, его Преосвященство Ситу Ринпоче, начиная с первого Ситу Ринпоче, очень важный учитель в истории тибетского буддизма. И в молитве к Тайситу Ринпоче говорит нам о том, как он вначале был индийским махасидхой и сначала перерождался в Индии, а затем он также со времен Марбы перерождался в Тибете, принимая много различных форм перерождений. И во время всех этих перерождений он демонстрировал великие качества обретения, реализации. И в особенности в том, что касается титула Тайсиду, это был титул, который был дарован Ситу Чоке Гялсану, и затем все последующие перевоплощения Ситу Гялсен, они все носили титул Ситу. В линии Ситуп есть два мастера, которые зовутся Чоке Гелсен. Здесь мы говорим о первом Ситупе Чоке Гелсене. И с того момента Ситупе Чоке Гелсен, он имел связь с китайскими императорами, которые и даровали ему этот титул. И Кармапа Гешин Шекпа также начал называть его Ситуба. Это со времени со времен шестого Кармапы Ситуба официально носит этот титул. И это Ситуба — это одна из самых ранних линий Току в тибетской истории. И это был первым, Ситупа стал первым, вторым в истории сердечным сыном Кармапы. То есть Шамарпы были первыми, Ситупа вторыми сердечными сыновьями Кармап. И Ситупы традиционно служили как настоятели монастырей Кармап-Кармаген в то время, когда Кармапы отсутствовали. И восьмой Ситупа Чоки Джуне, великий Махапандита, был очень важным не только в линии Карма-Камсан, но также он очень важен для всего тибетского буддизма. В его время было очень много политических проблем, связанных с Кармапой и его сыновьями. 12-й Кармапа Женчук Дорже. И
восьмой Шамар были приглашены в Китай китайским императором. Однако по дороге оба они умерли. И казалось, что учения Кагью утратили свою главу, то есть оба великих лидера карма Кагью отошли в нирвану одновременно. И лишь благодаря усилиям восьмого Ситупы они были сохранены в то время. И благодаря этому, начиная с 17 столетия, основным монастырем Карма Камсанг в Каме, Восточном Тибете, стал монастырь Ситуп, монастырь Палпунг. Это был великий центр изучения философии, грамматики и других сфер буддистской науки. И в особенности нынешний Тайситупа Ринпоче, 12-й Тайситупа Ринпоче, он обладает великими качествами слушания и реализации, и он обладает всеми качествами истинного гуру, и нет даже смысла перечислять их всех. И именно он основал Палпунг Шараблинг монастырь в Индии. И также он является настоятелем монастыря Палпунг в Тибете. И он обознал много различных толку, принадлежащих к различным линиям передачи дхармы. И он также даровал обеты Пратимокши и Бодхисаттвы многим монахам и монахиням линии Карма Кагью. И он создал чудесные возможности для всех приобщаться к изучению и практике Дharмы. И поэтому он оказывает великое влияние для учений, а также обладает великой добротой по отношению ко всем существам. Можно сказать, что он подобен колонне, на которую опирается учение. И можно сказать, что среди всех ныне живущих сердечных учеников Кармапа Ситупа является первейшим. И вместе с Гелцабом Ринпоче — это те опоры, на которых держится линия Карма Кагью. И в особенности его священство гуру Ваджрадхара Даситупы сейчас присутствует на Кагью Манламе. И это очень важно с исторической точки зрения. Это очень важно для истории. Поэтому я хочу уделить этому внимание. И он не только присутствует на этом онлайн, но он также даровал церемонию Красной Короны, даровал учение по благопожеланию Майтреи. И многие люди смогли присутствовать, при этом получить эти учения. И также во время освящения Ринпоче лично даровал свое благословение всем присутствующим. И что касается программы этого Кагью Манлама, у его преосвященства Ситу Ринпоче было особое видение того, что нам следует сделать на этом Манламе. Накопить миллионное повторение владыки благопожеланий и практики Самая Ваджры. И благодаря этому видению мы смогли приобщиться к этой важной практике. И я хочу высказать свое сорадование всей великой активности, которую воплощает Ринпоче.
И в целом, когда мы говорим о Кармапе и его сердечных сыновьях, то, возможно, вы уже знаете об этом, но вкратце, 13-й Кармапа Дуду Дорджи и 8-й Ситупа, у них был один ученик, который написал, создал историю мастеров Карма Кагью. И в этой истории говорится, что сердечные сыновья Кармапы воплощают активности Кармапы. И поэтому даже не следует разделять, это монастыри Кармап, а это монастыри сердечных сыновей. Все это воплощение одной единой активности. И поэтому нет никакой разницы между сердечными сыновьями Кармапы. И разделение между ними — это мирское отношение, либо какие-то политические соображения, но по своей сути между ними нет какого различия. И постоянно, если мы взглянем на историю Кармап, то Кармапы были учителями сердечных учеников, и сердечные ученики были учителями для Кармап. Они неразрывно связаны как гуру и ученик, гуру и ученики. И в этом заложен великий смысл. Когда мы говорим о гуру и учениках, мы должны понимать, какая глубокая связь существует между ними. И постоянно Кармапы, сердечные ученики, проявляются либо как гуру, либо как ученики, но они никогда не разделят. Эта связь гуру и учеников никогда не разрывается. И так 13-й Кармапа как-то объяснил, он объяснил важность этой связи. То есть 13-й Кармапа Дудю Доржи также создал эту молитву, известную молитву о процветании активности Кармапа и его сердечных учеников. И я включил эти строки в книгу молитв Кагью Манлама. Также я включил строки, которые добавил к этой молитве Джамгон Контролу Дротаи. И начиная с первого Кармапы, Джусума Кембы, все последующие Кармапы, они все вносили большой вклад в развитие тибетского, поддержание тибетского буддизма в целом и в особенности в поддержание линии Карма Кагью. Можно сказать, что они были как коронная драгоценность. Все сердечные ученики, это Шамарбы, Ситубы, Гелсабы, а также Паву Ринпоче, перерождение Паву Ринпоче, это все они являются основными учениками Карма. И они все воплощают активности Карма. Можно сказать, что Карма установила как основных мастеров, которые воплощают активности Кармапы. Именно поэтому нам не следует разделять между ними, не разделять их. Мы должны зарождать одинаковую, равносильную преданность и веру во всех них, ко всем им. И нам нужно также относиться к своему гуру, как это тот, кто несет вклад в поддержание и развитие всего Карма Кагью. Это тот,
кто поддерживает активности кармабы. Любой гуру кармакагью является таковым, и именно так нам следует относиться к своему учителю. И именно благодаря этому нашей линии называется карма капсанг. То есть это собрание мастеров, которые являются держателями учений. Это то, что нам следует развивать веру и веру в эту линию передачи. Об этом следует размышлять и относиться одинаково ко всем мастерам. Сейчас во время 38-го Кагьяма Лама вместе собрались примерно 58 различных монастырей, как женских, так и мужских. Также там присутствует 90 примерно 5000 монахов, 13 тысяч послушников, а также представители международной санхи, представители других тибетских линий. И поэтому это очень многочисленное собрание, которое объединяет больше 5000 человек. И кроме того, на этом собрании работает больше 100 волонтеров, 79 местных помощников, то есть помощников из местного сообщества Бадгаи, которые служат на Манламе, убирают и совершают другие работы. И на этот Манлам приехали люди со всего мира, и в основном из Индии, Непала, а также из других стран. И похоже, что на Манламе присутствует очень много людей со всех уголков мира. И, к примеру, даже не все люди помещаются в павильоне Манлама, и им приходится сидеть за пределами павильона. И это все свидетельствует о том, что этот Кагья Манлам состоялся в присутствии великого собрания. Он был благим в начале, в середине и конце. И благодаря этой заслуге пусть все войны, весь голод во всем мире будет умиротворен. Пусть учение распространятся по всему миру, и в особенности пусть его святейшество Далай-ламу и все другие великие держатели всех линий живут долго и могут воплощать свои активности по всему пространству во всех временах. Пусть учение будет распространиться по всему миру. Пусть все члены Сангхи пребывают в гармонии. Пусть они посвящают свое время и усилия изучению и практике Дharмы. Пусть все существа обретут благую связь с Дharмой, обретут благословение 3 драгоценностей и быстро обретут просветление. Это мое посвящение. Прошу вас присоединиться к этому благопожеланию.